просьбой. Значит, давайте не забудем, у нас две основные темы. Значит, через 2 дня будет годовщина победы Азербайджана, значит, освобождение своей территории. И вторая тема – Российско-Тюркский союз. Зиннур Агриуллин, у нас еще очень много рук поднимает, поэтому, если можно, давайте из регламента не выходить. Пожалуйста, самое основное, самое четкое. Зиннур Афенди, пожалуйста. Я немножко волнуюсь, давно не волновался в такой публике, среди такой публики выступать. Ну, выступал я, конечно, сотни раз, и когда Советский Союз распадался на самостоятельные республики, то есть был один из организаторов, скорее всего, координаторов национального движения, татарского и тюркского, то есть большой опыт политической борьбы, большой опыт. И немножко я, наверное, не так, как вы скажу, потому что я не кабинетный ученый, а реальный, как сказать, реальный политик, который на улице и все это проходил, и сейчас проходит. Ну, во-первых, я бы хотел насчет темы очень удачно подобрана, то есть годовщина Карабахской войны и тюркский мир и Россия. Сегодня я попробую подумать за русских, а то я все время думал за татар и за тюркский мир, а тут сегодня попробую. Как бы я на месте русских что бы сделал. И некоторые вещи скажу, как направляется политика России по нашему видению. Может, у вас другое видение. И по нашему видению направляется Турция, например. Ну, разные силы есть, но основные силы это так. Во-первых, я что хочу сказать. То, что в Карабахе произошло, оно должно было раньше произойти. Тюркский мир в лице 30 народов, которые имеют литературный язык, а они все были заодно в мыслях хотя бы за Азербайджан. Потому что есть права, есть законы ООН, права человека, права народов, права государства. Азербайджан возвратил свои законные территории. Конечно, я бы сказал, почему это так произошло. Это произошло очень фундаментально, глубоко. Глубоко, потому что, я бы сказал, вот сейчас геополитические сдвиги происходят медленно, но происходят в мире. Во-первых, что такое политика? Политика – это совпадение или разница интересов. Где совпадают интересы России и тюркского мира, в частности Турции. Мы посмотрим, где совпадает. Во-первых, после распада Советского Союза, закономерного распада, вот сейчас пришли такие аналитики, говорят, вот, мол, виноват Горбачев, виноват Ельцин, там туда-сюда. Да нет, это была закономерность. Ничто на месте не стоит, все растет, рождается, растет, живет, а потом погибает, но оставляет что-то другое. Вот Османская империя тоже была, она погибла, распалась, и образовалась Турецкая республика, к счастью турецкого народа. Была Российская империя, Советский Союз, там, потом уже социалистический лагерь, она тоже распалась, и к счастью русского народа. Вы не думаете, что это так просто распалась она? Русские аналитики тогда уже думали, что если Советский Союз останется, то русские растворятся других народов. Они тоже за себя думали, чтобы русский народ остался. Понимаете, империя, она губительная для самого, кто это делает, для самого народа. Вот, например, была Римская империя, она, как сказать, она очень была большая по тем временам и великая. И что случилось через сотни лет? Римская империя распалась, а где римляне? Римлян-то нету. Римлян-то нету, понимаете? Латынян, честно сказать, вот эти. А Италия – это уже не римляне. Там арабы смешались с римлянами, и в конце концов римляне исчезли, как с исторической сцены. И также такая же сцена может повториться с русскими. А русские тоже есть разные аналитики, они тоже думают о себе, о своем народе. То есть они такой же народ,
как мы вот думаем о своем народе, они тоже думают. Хотя, конечно, наверху имперские шовинисты, которые не во благо русского народа работают, да притом еще вы правильно заметили, медиа, там господствуют армяне, они хотят драться со всем миром и с Америкой до последнего русского, то есть и в Карабахе они также хотели воевать русскими руками, как раньше воевали вот русские. Такое, конечно, я думаю, уже у русских есть своя интеллигенция, аналитики. До этого были они западные аналитики, немецкие, английские, и, я бы сказал, ну, итальянские архитекторы тоже. В общем, вкратце сказать, какие сдвиги происходят. Вкратце сказать. Вот вы сказали, это война цивилизации или борьба с цивилизацией. Война, она, я думаю, уже в прошлом, но борьба, она всегда будет. Борьба вообще в жизни, не только вообще в жизни микробов и всех она бывает в живом организме. Даже внутри вида бывает борьба. Что происходит? Вот как Россию, если посмотреть с самого зарождения, есть разные теории. Есть теория, что она произошла, откололась от Золотой Орды. Это тоже имеет право на существование. Есть теория, она это как наследник Византийской империи. Это тоже имеет значение. Но если по факту посмотреть, в России государственный язык русский, и государственная религия, негласно, конечно, это православие, христианство. То есть хотят они этого или не хотят, они часть европейского мира, христианского мира, Россия. И, естественно, она до 20 века, она всегда была частью, воевала с одним блоком европейских государств против других блоков, и кардинально это положение изменилось в 1917 году, когда большевики пришли к власти. Она стала, как сказать, всему западному миру врагом. То есть это кардинальная ситуация. И это все происходило под флагом коммунизма, под флагом борьбы с капитализмом. Это новые ситуации. То есть, и насчет этого я коснусь, как она оказалась в союзе с Турцией. Вот некоторые пишут, что турки остались только потому свободны, что Россия им дала помощь деньгами, патронами, золотом. Да, это было. Но в конце концов Ленин абсолютно не был дураком, который руководил советским государством. Она понимала, если Антанта оттянет свои силы на другой участок войны, то есть в Турции, конечно, советская Россия может гораздо легче будет. Это было обоюдных интересах и для России, и для Турции. Понимаете? И обои они построили государство, республику построили после победы над Антантой. Вот это и есть совпадение интересов. Конечно, когда после войны большевики, сменилась в России новая элита пришла, дворяне были выкорчеваны, хотя и тюркские у них, конечно, корней было много, около 40%, они оказались нежизнеспособными, к власти пришла новая элита. И новая элита, она была русифицированная: армяне, евреи, грузины. В частности, вот Сталин, он русифицированный грузин. И, конечно, обострение началось. Они не столько думали о Советском Союзе, они о своих маленьких народах, республиках еще думали. Вот это обострение из-за этого и пошло. То есть, в общем-то, это было не в интересах России враждовать с Турцией в 40-х годах. И это подтолкнуло Турцию к НАТО. А что же делать остается, если такая огромадина идет воевать? Конечно. Это, конечно, вина тех руководителей, которые подтолкнули Турцию к НАТО. Но теперь уже события по-другому.
Турция не может выйти из НАТО, у него свои интересы, потом еще столько лет сотрудничества, столько лет дружбы, столько лет находиться в этой организации, это не так-то просто. Не так-то просто. Теперь мы сформулируем будущее. Вот я примерно сформулирую. По нашему видению, я не только свою мысли говорю, у нас есть аналитические группы в татарском национальном движении, которые анализируют. По нашему мнению, глобальный курс при этом руководстве во главе Путина, она руководствуется не указаниями, а идеями Дугина. Дугин, в общем-то, он считается не прокремлевской, а мы по всем действиям видим, что идея Дугина осуществляется. Первый раз это по факту было вот как раз 4-7 ноября, как сказать, не запретили, выбросили и приняли 4 ноября. Это день единения, то есть когда поляков выгнали с Москвы. То есть это антизападный курс, я бы сказал, такой. Сразу мы тогда поняли, куда это клонит. Но в то же время было в этом для нас, для тюрков, это и положительный курс. Это сближение России с тюркским миром. Хотят этого или не хотят, тюркский мир усилился, потому что кроме одной-двух государств, считая Кипр, стало тюркских государств, 7 государств стало. Это уже довольно значительные силы, и с этим надо было считаться. И евразийство во главе Дугина, она повела тонкую политику, то есть и по отношению к персам, к иранским народам, и к тюркским народам. Несколько раз приезжал Дугин в Турцию согласовать свои идеи. Мы тоже там были, я как раз там был. И довольно хорошо он выступал, довольно знал турецкой психологии, довольно хорошо он знал. То есть я же тоже по-турецки думаю, я знаю турецкий язык, хотя бы на 90%. То есть вот сейчас будем думать так. Что бы я, например, сделал, если был бы во главе идеи, то есть курса теперешней Российской Федерации? На самом деле это, конечно, не федерация, а унитарное государство. Вот у нас запретили в школах татарский язык только добровольно. А добровольно что там? Язык суахили тоже можно изучать, также добровольно, который в Африке. А родной язык должен быть обязательным, как математика, как физика. Но это, я не знаю, это надо же быть таким... Абсолютно верно, извините, я вас прерву. Это все равно, что сейчас сказать русским ребятам, не обязательно изучать русский язык. Правильно. Это тоже правильно. колоссальный будет удар. Колоссальный удар по русской культуре. Да, колоссальный. Это, если с государственной точки зрения смотреть, с российской точки зрения, это надо столько ресурсов туда кидать. Вот, например, к нам, татарам, чтобы давить. Между прочим, татарская мысль, может быть, это мы наследники того государства, который создавал в истории мировые государства. То есть у нас есть государственное мышление. У нас не только государственное мышление, и планетарное мышление есть. Вот в частности мы можем сказать, вот мы живем в такой стране, пока живем, который не только за Российскую Федерацию отвечает, то есть за свое государство, но и за планету отвечает. Потому что ядерные государства, они отвечают за человеческую цивилизацию. Они должны об этом знать, руководители. А часто приходят руководители, которые с улицы, я бы сказал, с улицы, некомпетентные. Нередко, не часто, нередко. Конечно, государственные механизмы, институты в Америке устоялись. Трамп или кто-то может все, что угодно сказать, а все равно механизм это устойчив. А в России не совсем так. Не совсем так. Во-первых, имперский курс, она впускает туда шестерок, я бы сказал, из других нерусских национальностей, которые подхалимничает, подлизывается,
а потом таким путем проходят в это, государственные органы. Особенно среди армян это заметно. Среди армян. И, конечно, они не все время частенько ведут в интересах своих маленьких, не маленьких, своих народов. Маленький народ не бывает, я думаю. Каждый народ, он большой. Извините, я волнуюсь, поэтому иногда путаю. Вот что надо Российской Федерации, руководителям РФ делать? Хотя они РФ не вспоминают. Пришли, да, шовинисты пришли. Шовинисты в Российской Федерации управляют. Есть в России тоже здоровые силы. Это тоже есть. Надо понимать, что Россия большое государство, большой народ. И кто это победит, какая сторона выйдет наверх или направит, от них много зависит. Конечно, те проармянские силы, которые у власти, они будут работать против сближения тюркского мира, Турции в частности и России. Для них выгодно, чтобы было состояние войны холодной войны, по крайней мере, между Россией и Турцией. А для нас, тюркского мира, в частности, для Азербайджана, выгодно, чтобы, если не вражда, хотя бы хорошие соседские отношения развивались, сохранились и дальше шли, развивались. Вот посмотрите, случилось в 2015 году, сбили самолет. Чуть ли тогда говорили, будет война. А что сделали руководители Азербайджана и Казахстана, Назарбаев и Алиев? Они поговорили, я думаю, они поговорили с Путиным, с руководством России, и этот инцидент был исчерпан. Вот видите, все-таки вот это сближение, какие бы конфликты ни было, исчерпывается. Исчерпывается, и у России нет другого выхода, нет другого подхода. Они хотят, конечно, сближаться, некоторые, сближаться с Китаем. Ну, как бы сказать, вы же сами понимаете, Китай – это совершенно другая цивилизация. С Китаем никаких контактов у России, тем более у русского народа, не было. Не было. Притом другая цивилизация, совершенно другой язык, совершенно другой менталитет. Конечно, вот, например, некоторые пугают оккупацией, там же 1,5 миллиона, оккупации Китая Россию. Но в этом случае, будь я русским, вот, например, меня оккупирует или Китай, что я бы сделал? Конечно, лучше я под Америку пойду, под Европу пойду, чем Китай. Это не только я думаю, любой русский думает, чем этот. То есть выход у них от Китая всегда есть. То есть могут вступить в НАТО, могут вступить в Европейский Союз. То есть это не все однозначно в политике. Ну, а что касается тюркского мира, насчет Китая. Да, у тюркского мира были не только столетние контакты с Китаем, они их били. Они всегда сдерживали натиск китайцев сюда, Евразию, Европу в частности. И успешно это делали. То есть, если бы не было бы тюркского мира, тюркского пояса, это китайцы, наверное, командовали бы не только в этом своем, около китайской стены, но и Европа, и Евразия бы командовали. И теперь тюркский мир сдерживающий фактор в какой-то мере. Ну, например, я бы сказал, Центральной Азии. Если они будут развиваться, они будут сдерживающим фактором. Есть сдерживающий фактор с Востока еще, японцы. Японцы, вы знаете, они близки по языку, по культуре, по менталитету, по языку, не по алфавиту, по менталитету к тюркам. Это уже выяснено и доказано учеными, что они когда-то произошли. Дорогой Зейнур, одну секундочку. Можно немножко закруглиться? Там еще 3-4 выступления еще. Мы уже 2,5 часа. Все.
Чего-чего. Спасибо, спасибо. У вас накипело очень много. Вы, и видно, что волновались очень, хотели много чего сказать. Спасибо. Я хотел бы чередовать, чтобы сам никто ни на что не обиделся. У нас сегодня общий азербайджанско-татарско-башкирский Низами Назимович, пожалуйста, Алиев, член-корреспондент, доктор педагогических наук. Да, спасибо. Уже добрый вечер, уважаемые друзья. Действительно, вся сумма или произведение выступления, если так можно выразить, говорит о том, что много мыслей, много эмоций, и есть необходимость, ну, как бы не в последний раз обсуждать эти вопросы. Тогда будут более как бы четкие выступления, более конструктивные, более тезисные. Поэтому это вполне объяснимо, что многие значит, нарушают, грубо говоря, регламент. Я постараюсь очень тезисно высказать свои некоторые соображения. Спасибо, Гейдар Муалим, что отметили, что вы как-то обратили внимание на мои рекомендации относительно образовательных структур, научных структур. Но я тогда не по порядку, раз уже заговорил об этом, скажу следующее. Все это верно, и действительно Москва может быть и должна быть таким одним из центров формата структуры славяно-тюркского единства, славяно-тюркского мира. С учетом того, что Москва дает возможности обсуждать вопросы, если не решать, то, по крайней мере, обсуждать вопросы на федеральном уровне. И здесь, конечно же, наряду с научно-образовательными структурами, сотрудничество с этими структурами и совместных каких-то форматов работы, наверное, вот я выделил бы следующую структуру как не как идею, а как конкретную прагматическую, практическую цель славяно-тюркской синергии, движения или взаимодействия. Это создание славяно-тюркского культурного и делового центра, который направил бы эту деятельность в двух таких как бы направлениях: гуманитарной сфере, научно-культурно-образовательной и экономической сфере. Это первое. Следующее. И выполнял бы роль некого такого координационного центра, разумеется, в концепции, и, может быть, не разъединяя идею фонда славяно-тюркской синергии. Теперь еще здесь вот прозвучало некоторые мысли, которые уже совпали с моими соображениями, но тем не менее очень кратко я не то чтобы остановлюсь, а просто коснусь их. Бесспорно, необходимо пытаться в очень мягкой и деликатной форме, чтобы это не было, чтобы было бы соблюдение каких-то решений российских государственных органов, пытаться возобновить и получить или там разрешение, если требуется, хотя никаких официальных объяснений не было. Сотрудничество, запрета сотрудничества с такой крупной международной организацией культуры тюркских народов, как Тюрксой. Это совершенно очевидно, потому что эта организация не имеет ни в своих целях, ни задачах, ни в своих действиях, не имела никаких политических, каких-то, тем более уж радикальных каких-то устремлений. Но это было по решению, в частности, озвучено, по крайней мере, бывшим министром культуры Мединским. И можно этот вопрос выяснять, и, может быть, даже со стороны Министерства юстиции, чтобы все это было в русле российского законодательства. Очень интересно мне показалась мысль, и, ну, как бы предыдущие выступающие, естественно, опередили в хронологическом смысле меня.
Потому что я имею в виду вот мысль, что чтобы не было, как по-азербайджански говорится, я это часто говорю своим друзьям из диаспорской структуры, «Биздейрик, биздейщидейрик». Мы говорим, мы сами же и слушаем. Здесь я очень рад, что, по крайней мере, у двух-трех выступающих эта мысль развернуто прозвучала. И я имею в виду, что, да, конечно же, Тюрксой, как это пример объединения тюркских народов. И в то же время неплохо было бы, чтобы в наших этих обсуждениях, форумах были приглашены и структуры российского такого формата, российского склада, и тем более, ну, не единственное, а как пример, там есть в ряде структур люди, которые, во-первых, являются бакинцами, во-вторых, являются истинными патриотами Азербайджана. Ну, я имею в виду как пример фонд Байбакова, который возглавляет, многие его знают, Ромашин Александр Савельевич. Но дело не в нем и не в этом фонде, а подобные организации находить. Теперь несколько слов. Я абсолютно согласен, что, по-моему, это Гаяр Искандяров, у него это прозвучало. Собственно, это перекликается и с мыслями и других моих знакомых, друзей, что да, общественное движение – это хорошо, и надо начинать именно с общественного движения, но без поддержки каких-либо государственных структур будет, ну, как бы это движение, если и продвигаться, то очень медленно. Есть государственная структура, она, так сказать, не общественная, но она не несет в себе функции, а в какой-то степени повторяет, но в другом ключе, в другом формате Министерства иностранных дел. Есть такая структура, всем известная, Россотрудничество. Вот пытаться, если с государственных структур, может быть, пытаться завязать контакты, тем более там появился новый руководитель, мы его хорошо знаем не лично, но, по крайней мере, по тому, как он вел телевизионную передачу «Международное обозрение», это Евгений Примаков. Надо пытаться находить вот какие-то контакты и убеждать в благородстве наших целей и задач. Я имею в виду движение славяно-тюркского мира. Следующее. Если выходить за рамки славяно-тюркского мира, не очень далеко, вот здесь несколько раз звучал Иран, то было бы неплохо приглашать тоже вот специалистов. В частности, я лично знаю, в Баку этот человек живет, востоковед, практик, Вагиф Фейзиоглы Халилов, консультант посольства СССР в Афганистане, специалист по Ирану. Не могу не сказать, я думаю, что на нашем форуме есть люди, которые знают этого человека, который работает, доктор исторических наук, профессор в Баку, в Академии управления при президенте Азербайджана, Азербайджанской республики, который по праву считается основоположником культурологической науки в Азербайджане. Это Фуат Мамедов. Это интереснейшая личность, и если иметь в виду славяно-тюркское единение, а это не в малой степени это в области культуры, это могло бы принести пользу этому, или можно сказать, нашему движению. Ну и несколько слов я хотел отметить. Да, хорошо здесь. Не сочту это нескромностью, если отмечу, что наряду я был вдохновлен публикациями идеи славяно-тюркского мира, инициатором которого является Гейдар Мамедович Иманов, и мы знакомимся с работами
Гаяра Ахмедовича Искандярова. И тоже, значит, сконструировал небольшую такую статью, которая имеется в соцсетях. Я не буду как бы рекламировать, просто если есть интерес, чтобы не утруждать техническими такими действиями, там, заходить, регистрироваться в Фейсбуке или же там ВКонтакте. Если у кого есть интерес, значит, я могу сбросить эту статью свою, где тоже, которая называется «Цивилизационная платформа. Славяно-тюркский мир», где сделана попытка дать краткий обзор, в том числе участников некоторых нашего форума, и дать план, предложить план, как один из вариантов, естественно, не единственный, возможный, практических действий реализации концепции славяно-тюркского мира. Ну, да, мои контакты можно взять, можно получить или непосредственно у меня, или вот у модератора, это Джавадова, или организатора, одного из организаторов Гашима Алиева, пожалуйста, без проблем. И не могу кратко тоже не отметить, и это, наверное, последнее, что я хотел бы тезисно высказать, тоже вот прозвучала идея и внимание к лингвистической составляющей славяно-тюркского мира, потому что культура – это прежде всего взаимодействие языков, функционирование. Здесь есть и обиды, здесь есть и положительные примеры этого взаимодействия, как тюркизмов в русском языке, так и русизмов в тюркских языках. Очень кратко, так буквально одним штрихом, это я коснулся этой статьи, которую я упомянул. И это тоже очень важно в свете того, что надо налаживать сотрудничество. Скажем, в Москве есть такой журнал, как «Российская тюркология». Есть тюркология в Азербайджане, а есть российская тюркология в Москве. Наряду с этим есть Институт славяноведения и другие структуры. И если мы будем вовлекать каких-то интересных, не каких-нибудь, а специалистов в этих разных областях, это будет как бы обеспечивать наращивание нашего интеллектуального и общественного потенциала, с которым можно будет обращаться уже как бы в государственные структуры в расчете на поддержку, и не только моральную, и, может быть, на какие-то гранты, с тем, чтобы привлекать на самом таком современном уровне к сотрудничеству все более и более широкие слои. И здесь прозвучала тоже идея, два слова я хочу сказать, ну, как-то не очень чувствуется работа с молодежью. Есть, конечно, такая организация от азербайджанской диаспоры «Амор», вот. Но тут важно не только работать с представителями своей национальности, но не в малой степени и представителями других этнических групп. Вот, собственно, все. Спасибо. Я надеюсь, спасибо, еще раз повторю. Низами Назимович Алиев, доктор педагогических наук. У нас, значит, в группе появился Бабушкин Андрей Владимирович. Это член Совета по гражданским правам при президенте России. Андрей Владимирович Бабушкин, пожалуйста. Спасибо, коллеги. Я извиняюсь, что поздно присоединился, я поздно узнал. Я буквально займу 2 минутки вашего внимания. Значит, у меня есть следующее предложение. Первое. У нас в стране есть тюркские языки, которые, к сожалению, являются бесписьменными или малописьменными. Ну, например, чулымцы. Народ 600 человек, нет учебника чулымского языка, хотя пытался его составить лидер чулымского народа, Александр Ильич Кандиятов. Сейчас с огромным трудом удалось издать двухтомник, который касается чулымских сказок и чулымской устной литературы. Вот мне кажется очень важным составить перечень тюркских бесписьменных или малописьменных, или младописьменных языков и направить запросы в Минобр и Минпрос о том, как готовятся преподаватели этих языков, как готовятся учебники, как готовятся учебные программы, и с одной стороны, а с другой стороны призвать
общины этих народов, чтобы они формировали списки детей и родителей, которые хотели бы изучать родной язык, потому что это самый первый шаг. Пока не будет списка из хотя бы 5 детей, которые хотели бы изучать этот язык, все разговоры об его изучении останутся просто общими рассуждениями. Второй, коллеги, важный момент. Вы знаете о том, что по инициативе Татьяны Николаевны Москальковой создано сообщество омбудсменов, уполномоченных по правам человека стран Евразии. Туда входит и Азербайджан, и Турция, и Иран, и Армения, и Грузия. Туда входят и наши региональные уполномоченные. Я думаю, было бы очень неплохо, если кто-то взял бы на себя такую миссию, выяснить, чем уполномоченные могли бы нам помочь с изучением языков, сохранением национальных культур тюркских народов и поставить перед ними такие задачи. Они готовы это делать, но они просто не знают, что делать, с кем взаимодействовать. Если бы мы их вооружили списком тех организаций, тех общественных деятелей, что могли бы стать их партнерами в этом направлении, это было бы, наверное, очень и очень хорошо. Третье, коллеги, предложение. У нас есть ряд тюркоязычных республик в нашей стране. Это и Татарстан, Башкортостан, Чувашия, вот довольно-таки крупные народы, крупные республики. Но мы знаем, что представители народов рассеяны по всей стране. И может поставить перед ними вопрос, чтобы они на регулярной основе, во-первых, выявили тех людей, что проживают вне мест традиционного проживания этих народов, которые хотели изучать свой язык, для создания через их структуры Министерств культуры соответствующей сети для изучения. А там, где есть крупные самоорганизованные общины, представителей тюркских народов, не только этих народов, может быть, они взяли бы на себя и те народы, которые не имеют своих национальных государственных образований, да, или у которых находятся маленький народ, те же самые Нагайбаки, да, но Нагайбакам, я знаю, им помогает Татарстан, и они бы выдавали гранты на то, чтобы изучался язык, содержались преподаватели, создавались музеи этих народов. Вот мне особенно понравилось у Нагайбаков. Маленький народ, 13 тысяч человек, всего 22 селения. Что вы думаете? В каждом селении есть музей нагайбакской культуры, музей нагайбакской истории. Это необычайный опыт, который у других народов, я, к сожалению, не видел. Ну и последнее, коллеги, предложение. Может быть, имеет смысл вот поднять уровень такого нашего обсуждения и подумать, чтобы провести подобное обсуждение, может быть, под эгидой уполномоченного по правам человека Российской Федерации, с участием ФАДН, с участием вот уже упоминавшихся структур по славяноведению, по изучению славянских народов, с привлечением Министерства культуры, потому что проблема славянско-тюркского взаимодействия, партнерства, взаимоподдержки, я думаю, она является ключевой для безопасности России, для стабильности нашей страны. Спасибо. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Еще раз напомню, Бабушкин Андрей Владимирович, член Совета при президенте по гражданским правам. Очень хорошее предложение, спасибо огромное. 2 минуты, Октай Гусейнова, тезисами, пожалуйста. Да, здравствуйте, друзья. Спасибо, что организовали такую прекрасную конференцию. Значит, я хотел бы вернуться к тому, что сказал у нас Камран Муаллим. Я тоже за то, что как бы не назвать как бы это будущую дружбу, так сказать, славяно-тюркский, да, а русско-тюркский. Я всегда агитировал как бы славянско-тюркский союз, дружбу и так далее. Вот после того, как в России западные страны начали санкции применять к отношениям России, к сожалению, все славянские народы, славянские государства, точнее, начали поддержать западные страны против России. Исключением является Сербия. И вот после этого я как бы ушел в сторону о славяно-тюркском союзе. Я сейчас агитирую за русско-тюркскую дружбу и всегда пишу, что если Россия и тюркское государство будут в союзе вместе, то Россия и Турция и тюркское государство будут непобедимыми ни перед США, ни перед Китаем. Вот это у меня первый тезис, что желательно в будущем вот об этом как бы агитировать, о русско-тюркской дружбе. Кстати, договор, который был подписан 16 марта 2021 года,
также назывался договор о дружбе и братстве. Вот это дружбе и братство нам всем, особенно россиянам, тюркам, надо развивать и развивать. Вторая идея или вторая, так сказать, тема, тоже сокращенно скажу. Вот, к сожалению, когда Мирзоян был руководителем Азербайджана в 1929 году, Мегринский район, как бы, который охватывал до Кафана, Мегринский район, который был, так сказать, соединял сегодняшний Нахчеван азербайджанским районом Дженгиланом, был передан Армению. Как Хрущев передал в 1953 году Крым Украине, также вот Мирзоян, когда был руководителем Азербайджана, передал Армению этот район, Мегринский район. Я думаю, что вот, к сожалению, в последнее время реваншисты опять разговоры поднимают, так сказать, националисты поднимают голоса и никак не дают открыть этот транспортный узел, который мог бы помочь развитию, так сказать, транспортных сношений между различными странами, в том числе и Армения могла пользоваться этими транспортами. То есть, если, так сказать, они дальше будут настаивать, я думаю, что Азербайджан, как Россия требовала и вернула себе Крым, также Азербайджан должен требовать Мегринский район, который был в составе Азербайджана до 1929 года. Спасибо, что слушали, спасибо, что организовали. Мне приятно было, уважаемый Аксакалов, всех моих друзей слушать. Андрей Бабушкина, мне, старого моего друга, приятно было слышать. Спасибо всем вам. Да, спасибо. Спасибо, Октay Гусейнов. Октay Гусейнов только что выступал. Молодежь все-таки что-то скажет? Эльмир Гусейнов. Коллеги, я сначала всех вас хочу поприветствовать, и особенно во главе Гейдара Мирзаевича, Камрана Рустамова. Их выступления мне очень понравились. Конечно, у меня тоже есть пару предложений в направлении молодежной политики Турко-Славянского союза развивать. Есть общие ценности, культура, традиция, это нас объединяет, конечно. И наш уважаемый Октay Муалим сказал, он как-то не признает славян Турецкий союз. Я бы наоборот сказал, что в этих, значит, проблемах есть определенные косвенные подтверждения, что не русско-туркский союз, да, а славяно-турецкий союз, потому что мы Гейдаром Мамирзаевичем этот вопрос обсуждали давно еще. Здесь есть общие концепции. Это и русский мир, это и белорусы, это украинцы. В будущем это все нам понадобится. Конечно, я бы сказал, хотел бы сказать, что в направлении молодежной концепции я бы хотел прежде всего Гейдару Мамирзаевичу такое предложение сделать, чтобы он учитывал создание медиаплатформы в новосозданном фонде турко-славянской синергии, да, и в том числе молодежь – это наша опора. Если мы этот вопрос будем досконально изучать, эта цель, он быстро получит свое создание. А если мы здесь забудем про молодежь и их перспективы, конечно, мы можем как-то затормозить этот процесс. Процесс в создании русско-славянского союза в том числе, да. И здесь коллеги говорили о коренных народах, малочисленных народов России. Я бы здесь хотел бы подчеркнуть, что и частичные азербайджанцы являются коренными народами Российской Федерации, учитывая, что в Дербенте более 40 тысяч азербайджанцев проживает. Да, это Дербент, в принципе, там 126 тысяч населения, из них практически там процентов 40 под 50 азербайджанцев проживает. Мы тоже частично являемся коренными народами Российской Федерации. Учитывая того, что даже в Дербенте нет азербайджанского языка, ну, конечно, Азер Муалим Сафаров над этим очень конкретно работает. И этот факт тоже для нас очень волнительный, для того, чтобы создать хотя бы в Республике Дагестан азербайджанские классы на турецкий мир, чтобы пришел город Дербент, да, там наши соотечественники там проживают, у них даже нет, скажем, школ, есть, конечно, театр на азербайджанском языке, они там что-то ставят, какие-то репортажи, какие-то там, допустим, выступления делают, и об этом тоже нельзя забывать. И
напоследок я бы хотел сказать, что эту идею я изначально поддерживаю. Конечно, Гейдар Мамирзаевич, он большой молодец, спасибо ему. Учитывая сейчас нынешнюю ситуацию, пандемия нас всех немножко, как сказать, и разлучила, и в платформе онлайн, в Zoom-платформе мы сейчас общаемся с вами. Такое предложение, что в ближайшее время в Москве собраться, создать определенный оргкомитет в данных направлениях, кто чем будет заниматься, и достичь каких-то результатов. У нас есть цель и задачи. Цели и задачи нам Гейдар Мамирзаевич, наш уважаемый человек, нам ставил, и мы должны их развивать. Я надеюсь, что этот разговор у нас здесь не останется, он и будет двигаться вперед, и будем достигать своих целей. Спасибо, я вот так коротко бы. Что... Я попрошу реплику. Спасибо, разрешите мне реплику сделать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Наш проект славяно-тюркский, он назван так не случайно. Это проект больше, чем российско-турецкий проект или синергия, единение. Поэтому я считаю, что мы обсуждаем этот проект. Я большим уважением отношусь к предложениям, которые были здесь высказаны по поводу того, что заменить славянско-тюркский на российско-туркский. Но я предлагаю товарищам это просто взять и написать. Мы писали славяно-тюркское единение, мы писали о создании международной общественной движения славяно-тюркская синергия, поэтому, так сказать, если есть желание как-то выделить турецко-российское, это, пожалуйста, каждый может взять и сесть такую концепцию написать. Так что спасибо вам большое за поддержку этой идеи, и за критику, и за пожелания. Мы будем двигаться вперед. Спасибо. Спасибо, Гейдар Мэлим. Камран Мэлим тоже хотел что-то сказать. Я Еще буквально мне... 2-3 слова хочу сказать. Конечно, очень интересно все. Но я думаю, что вообще какую-то одну тему. Меня вообще очень сильно беспокоила именно тема войны, победы. И потому что это величайшее событие в истории азербайджанского народа. Впервые за 250 лет Азербайджан вернул свои территории. Это очень важный факт. Это поэтому мы как бы, конечно, российско-турецкие отношения, это тоже очень интересно и так далее. Это вопрос очень нужный, полезный. Сегодня представляет очень важное значение международной политики. Это главная, одна из основных таких направлений, которые надо. Но это уже отдельная тема. А у нас все сегодня смешалось, как бы, я хотел бы все-таки на хороших нотках. Это прекрасное событие в жизни азербайджанского народа, что Азербайджан, и я хочу подчеркнуть, азербайджанский народ никогда не объявлял армянский народ своим врагом. Мы никогда не говорили, как Качарян, что армянские и азербайджанские народы этнически несовместимы. На руках наших руководителей не было крови армянского народа, мирного населения, как у Серджика Саркисяна. Поэтому мы хотим жить в мире и в сотрудничестве. И сегодня об этом предлагаем. И я думаю, что сегодня, когда заканчивается война, она заканчивается всегда миром. И я надеюсь, что мы сможем сделать так, чтобы мир был долгий, очень нужный и полезный для всех стран. Не только 3 стран нашего Южного Кавказа, но и России, Турции и Ирана. Спасибо. Я только это хотел сказать. Очень хорошие слова. Очень правильные слова. Спасибо большое, Камран Мэлим. Я хотел бы несколько слов сказать, что мы, значит, 5-6 человек редакционную группу сейчас создадим, чтобы составить резолюцию нашего сегодняшнего заседания. Я думаю, что это заседание первое опытное, оно прошло, может быть, сумбурно, и, может быть, не все выходили за пределы регламента. Уже в 3 часа мы ведем нашу конференцию. Я думаю, что эта конференция будет регулярная. Значит, поэтому первый опыт, я думаю, что первый блин у нас кому не пошел, а довольно продуктивно было самое. Да, действительно, сегодня 2 важные темы. И одну из цитат, которую я собирался в конце сказать, это самое,
Камран Мэлим опередил. Да, действительно, значит, эти два народа, ну, волей судьбы оказались соседями. Соседи не выбирают, поэтому действительно слово «несовместимо», которое сказал бывший президент Армении, действительно, это дикое слово. Оно сегодня оно явно, значит, идет нонсенс. Поэтому, значит, я прошу, значит, предложение, значит, по редакционным комиссии сделать и потом закруглить наше самое. Если кто-то хочет еще потом что-то выступить, значит, я предлагаю редакционную комиссию, значит, Камран Мэлим, Низамы Мэлим, еще кого? Предлагайте сам, пожалуйста. Гайдар Мэлим. Вы сами можете вот там. Да, и там. Хорошо, вот 4 или 5 человек, редакционную комиссию. Мы составим и отправим всем резолюцию, значит, на электронную почту или на WhatsApp номер. Согласуем, и после этого, не знаю, пожалуйста. Я прошу прощения, буквально 2 слова. Ну, вот это уже прозвучало от нескольких выступающих, и вот последний, вот Камран Мэлим. Я это хотел в самом начале сказать, но боялся, что это будет воспринято как внесение раскола. А если кроме шуток, я предлагаю эти темы настолько 2 большие, их отдельно и раздельно обсуждать не в одной повестке. Если мы это сделали сегодня, ничего страшного. Это только показало, что у нас широкое видение и у нас системный подход. Вот мое предложение. В дальнейшем эти 2 темы раздельно рассматривать и обсуждать. Иначе, ну, не очень конструктивно может получиться. Для первого раза я считаю, что наш форум был очень продуктивным. Поддерживаю его. Спасибо. Я Они взаимосвязаны темы, поэтому хотим или не хотим, они были взаимосвязаны. Для первого раза были взаимосвязаны. А если мы хотим более точно действовать, я предлагаю, это будет на пользу и одной теме, и второй теме. Мне так кажется. Пожалуйста, давайте 2 слова молодому блогеру нашему Аслану Карапапагу дадим слово, а потом уже я вижу 2 руки, да, поднялись. Может быть, мы закроем как бы конференцию, который хочет уходить, что ушли отдыхать, а оставшиеся там, я вижу, дополнительные слова хотят там Гайдар Мэлим, Актай Мэлим и еще, да, мы останемся еще послушаем. Аслан Бey, тезисами максимум. Да, приветствую вас, уважаемые. Смотрите, тут по Хантингтону борьба цивилизации, тут Гумилев, тут Дугин, славянский тюркский мир, евразийство. Ну, я с Октай Мэлимом в чем согласен. А вот с русским миром, да, у нас отдельное отношение должно быть, потому что у славян у самих проблем, у башняков, с сербами, там, не знаю, поляки, с русскими, украинцы. Я думаю, неправильно будет через призму. Это мое мнение. С русским миром нам, думаю, нужно взаимодействовать. И надо, так как родственные тюркские у нас народы, вышеперечисленные, плюс Алтай, плюс Кавказский, Карачаево-Балкария, Дагестан. И какое-то отношение, мне кажется, нужен. И тем более вот уже к реальности, как-то хотел бы коснуться реальности. На днях 3 товарища из Оренбурга побили одного человека здесь, в Москве. И такая азерофобия, кавказофобия началась в русском телевидении, в российском телевидении. К сожалению, это наезженная тема, и на чувствах национализма у людей играет, да? Исламофобия, там, кавказофобия. Но там не было азербайджанцев, и никто за это ни ответственность не понес, не извинился, да? Это первое. То, что ФСИН там показал, что там 1000 людей пытали в тюрьмах, там насиловали, извиняюсь, или еще что-то, за это не говорят. Как бы есть проблема, да, взаимоотношений. Есть тюркофобия, есть исламофобия. Вот насчет столкновения цивилизаций, мы все-таки часть цивилизации исламской. Не будь ислама, вот кто-то против этого, не будь ислама, мы были где-то там в Хорасане максимум, да, я про Сельджук говорю как минимум. Поэтому это наша часть цивилизации. Очень глубокие темы были затронуты, очень интересные. Каждый
стоит того, чтобы изучить как минимум год каждого из столкновения цивилизации, и евразийство, и тюркославянский, и русско-тюркский мир. Да? И в этом плане, наверное, татары больше должны быть активны. Слава богу, они активны, и мы, естественно, рядом. Спасибо вам за сегодняшнюю очень великолепную Zoom-конференцию. Очень, очень понравился, да, как минимум. Ну, и удачи, всех благ. Спасибо, Аслан, спасибо вам. Давайте сделаем так. Да, во-первых, для окончания и округления дадим последнее слово организатору встречи, председателю Национальной культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшане Ибрагимовой. Я со своей стороны всем благодарю, всех благодарю. Было очень приятно с вами общаться, вас слушать и резюме подготовиться. И еще раз напомнить, что через 2 дня у нас годовщина Великой Победы, Зафар Байрамы, и чем всех вас поздравляю. Эшем Малам, пожалуйста. Коллеги, благодарны. Очень интересный вечер. Мне кажется, конференция прошла прекрасно, плодотворно. Но я согласен с мнением и Рустам, и Чамран Мэлима, и Аскербея, и Низамы Мэлима о том, что это такие темы очень интересные, и видно, всем хочется высказаться. Я вижу, что там еще остались люди, которые, ну, поймите, участников в следующий раз, алтайских народов, это, конечно, надо. Мы это сделаем. И еще раз спасибо всем. Такие конференции будут у нас регулярные. Хотя бы узнать друг друга, услышать ваше мнение, сблизить наши позиции.